Короче, привезли тачку, сгорела проводка в машине, притащили ее эвакуатором. Кулибин еще тот. Сгорела проводка под капотом. В общем, смотрите, что он тут натворил. Провода, жгуты, все подписано. Тут самолет для взлета. Это, я не знаю, наверное, бортовые огни какие-то для полета на высоких. Проводка по стойкам. Это Toyota Avensis. Человек не мог попасть проводами под капот. Он не морочил. Просверлил стойку. Ой, дальше веселее. Вот. Как на подстанции. Это ходовые огни. Еще какая-то... Что, говорит, у меня? Машина задымела. Провода задымели. Ну, понятно. Тут все по отработанной уже схеме. Вот так вот. Нормально, да? Опять эти ходовые бортовые огни. Назад тоже идут какие-то провода. Во. Смотрите. Я не знаю, что он сзади собирался делать. Я сзади еще не открывал, боюсь. Боюсь открыть багажник. Ну, понятно. 3 километра кабеля. Работать же чем-то надо. Ой, гадюку. Как можно до такого? Фаркоп. 2 розетки. 2. И есть третья розетка. Разъем от магнитолы. И я не знаю, может он тут телевизор подключает. Так. О, я еще нашел. Антенна телевизионная сзади с усилителем польским. Я так думаю, тут что не открой. Какую карту, какую полость. Ну, я ж был прав. Тут везде сюрпризы. Вот. Реле, с тиристором. Боюсь даже представить, куда он в Тойоте мог приварганить советский тиристор силовой. А вы говорите, у нас кулибины перевелись. Да не еще ого-го.